Добрый вечер. 7 ноября, 984-й день аннексии Крыма. Заман на АТР. Сегодня в выпуске. Импичмент Путина требовали в Москве. Путин и Медведев, убирайтесь вон! Путин и Медведев, убирайтесь вон! Стартует всемирная акция «Save Crimean Tatars». Собрать несколько миллионов подписей в поддержку политзаключенных. Саакашвили уходит в отставку. Для того, чтобы избавить Украину от этой мрази. «Спасите крымских татар». Под таким лозунгом Всемирный конгресс крымских татар начинает международную кампанию на 6-м заседании исполкома в Киеве. Ее цель – привлечь внимание к убитым, пропавшим и заключенным представителям коренного народа полуострова. Save Crimean Tatars, спасите крымских татар. Исполком Конгресса объявил информационную кампанию в защиту соотечественников. Сбор подписей пройдет с февраля по 24 мая, дата исчезновения члена исполнительного комитета Эрвина Ибрагимова. Это позволит, уверены члены Конгресса, еще раз напомнить миру о нарушениях прав в оккупированном Крыму. Мы хотим объединить всех в одну акцию. Это и Эрвина, Решата Аметова, всех, кто за период аннексии пропал, был убит и арестован. В рамках Всемирного конгресса создали молодежный комитет. В него вошли 10 человек. Это представители крымских татар из Крыма, Киева, Турции и Румынии. Первая задача, которая уже на сегодня стоит, это собрать несколько миллионов подписей в поддержку политзаключенных, которые сейчас находятся в тюрьмах. Не забыли об арестованных мусульманах по так называемым делам 26 февраля и Хизбут-Тахрир. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев призвал членов исполнительного комитета Конгресса помочь семьям арестованных. Сейчас в стенах СИЗО находятся наши соотечественники. 65-67 детей остались без кормильца. Им очень нужна наша помощь, и мы должны им помочь. Призываю членов делегации присоединиться. Мы готовы дать вам список семей. Во время заседания член Конгресса Рита Шевкиев раскритиковал Турцию, которая не прекращает завозить продукты в оккупированный Крым. Турецкая делегация утверждает, что об этом узнала только в Киеве. Мы призываем турецких бизнесменов не торговать, не отправлять товары в Крым. Потому что президент Турции признал, что Крым является территорией Украины. Эти дела так не решаются. Мы сделаем все необходимое. На фирмы, которые так поступили, будем подавать жалобы. $400 тысяч в год АТР платит за спутниковое вещание, заявил владелец телеканала Ленур Ислямов. Попросил диаспору помочь подключить АТР и детский канал Ляле на турецкий спутник Турксат. Эльвина Тидулаева, Эдем Сидалиев, Заман, АТР. Михаил Саакашвили уходит в отставку. Об этом он сообщил на брифинге. Председатель Одесской облгосадминистрации заявил, что реформы до сих пор не работают. Основная проблема Украины, по мнению Саакашвили, это коррупция. Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки, я не устану. Пусть они не надеются. И пусть они только не насчитывают избавиться от меня. Я тот солдат, который идет сколько может, а потом столько, сколько надо. Сколько надо для полной победы, для того, чтобы избавить Украину от этой мрази. Российские националисты провели митинг против политики Владимира Путина. Участники русского марша в московском районе Люблина критиковали внешнюю и внутреннюю политику Кремля и лично президента Путина, заявив, что он опозорил русский народ перед всем миром и что его организованную преступную группировку пора мочить. Также они требовали немедленно прекратить агрессию против Украины и признать грехи руководства СССР, которое оккупировало часть Европы, включая Балтийские страны. Мы это можем только исправить, выходя на улицу в рамках закона, отстаивая свои права, заявляя, что мы не согласны. Это не наше мнение, которое высказывают из Кремля. Импичмент Путину – закон на его свержение, потому что в России должна произойти бескровная революция. Ну и, соответственно, Россия, Европа, Россия – это Европа. Я считаю, что нужно
извиниться перед многими европейскими странами за наше нехорошее прошлое. Жить по уму не получается у русского народа. У нас есть две категории граждан. Граждане, которые маленькая кучка людей ОПГ, которая захватила власть, и все остальные, которые против. На президентских выборах в Болгарии лидирует пророссийский политик. Кандидат от оппозиционной партии экс-генерал авиации Румен Радева набрал большинство в первом туре президентских выборов. Он стремится не только изменить внешнеполитический курс Софии, но и выступает за отмену экономических санкций против России, введенных после аннексии Крыма, которые Болгария, как член Евросоюза, пока поддерживает. Вместе с ним во второй тур прошла кандидат от правящей партии ГЕРБ Цецки Цачева. Она первая женщина-спикер болгарского парламента и кандидат от власти. Сегодня болгары сказали «нет» апатии и проголосовали за перемены. Нам еще предстоит узнать официальные результаты, но уже сейчас ясно, люди решили взять демократический процесс в собственные руки. На этих выходных в Киеве прошел конкурс чтецов Корана. В Исламский культурный центр приехали около 60 участников со всей страны. Муфти Украины поздравил присутствующих и сказал, что каждый, кто читает Коран, уже победитель. Требовательное жюри напомнило, знание священных текстов должно поддерживаться и шлифоваться в течение всей жизни. Когда мы читаем, мы как бы разговариваем с Богом. Но это ради Аллаха все мы учим. Конечно, Коран нелегкая книга. Это же книга Аллаха, поэтому все запомнить нелегко. Все путается, поэтому сложно. Немає в цьому конкурсі тих, що перемогли, і тих, що програли. Бо саме найголовніше – це щоб Всевишній Аллах був вами задоволений. А посланець Аллаха, мир і милість йому від Всевишнього Аллаху, сказав, що найкращі з вас ті, хто вивчають Коран і навчають йому інших. Чебуреки, кобете, котлама и суп. В турецком Гебзе хозяйки из крымско-татарских дернеков представили жюри свои национальные кулинарные шедевры. Чье блюдо оказалось самым вкусным, знает наш корреспондент в Турции Миня Халил. 18 хозяек пришли на конкурс с уже готовыми блюдами. Их они готовили дома. Я приготовила сегодня джантык. Готовила примерно час, около получаса он настаивался. В Дернеке сегодня конкурс крымско-татарской еды. Я буду участвовать в нем с супом. Татарский суп. Котлама – татарская еда. Научилась от мамы. Кашык-бörek – татарская еда. У меня кобете. Чья это еда? Татарская. Откуда вы умеете это готовить? Мы ведь из Крыма. Наши предки из Крыма. Вефа Джошкун – один из 5 членов жюри. Он попробовал блюда всех участниц. Признается, у него есть свои кулинарные предпочтения. Все очень вкусно. Одно лучше другого. Посмотрим, придется выбрать одно самое лучшее. Но, как правило, самое вкусное – это чебуреки. Жюри отдало предпочтение блюду кавурма-борек. Его хозяйка Налан Орак говорит, даже не ожидала, что победит. Я очень взволнована, не ожидала. Было столько вкусных крымско-татарских блюд, выражаю всем свою благодарность. Кулинарный конкурс крымско-татарских блюд в Турции прошел впервые, утверждают организаторы. В Дернеке города Гебзе пообещали сделать его ежегодным. Мы проводим различные мероприятия для сплочения крымских татар города Гебзе. Всем известно, что благодаря единению рождается сила. Все участники конкурса получили символические подарки, а победительницу наградили серебряным кулоном в виде тамги. Миня Халил, Владлен Мельников, Заман, АТР, Гебзе. На общем пути. В Киеве показали спектакль об отношениях между украинцами и крымскими татарами. Главная героиня уверена, вражда принесла поражение обоим народам. Совместные действия – успех. Спектакль приурочили ко дню крымско-татарской письменности и культуры. А я подам різні джерела, різні позиції, різні факти. Я майбутня журналістка, і я лягаю спати.
2014 год. Крым, Симферополь. Главная героиня, студентка Оксана, пишет реферат о крымских татарах и отношениях между крымцами и украинцами. Смотрит телевизор, там показывают события возле Верховной Рады Крыма. Готовится, не спит 4 суток. Когда засыпает, о событиях древности ей рассказывает мифический казак Мамай. Скільки разів він зраджував мене, ніколи не забуду про свій полон під Берестечком. Гетьмане! Чи не відстоював і ти свій політичний інтерес, не надто зважаючи на обіцянки? На сцене гетьман Богдан Хмельницкий и крымско-татарский полководец Тугай-бей. В их истории было и доверие, и измены, и борьба с общим врагом. Крымско-татарское войско, возглавляемое Тугай-беем, сыграло важную роль в победах Хмельницкого над Московией. Основна ідея, коли ми разом перемагаємо, коли нас розводять, ми всі страждаємо, втрачаємо і гинемо. Якщо ця вистава додала до суспільного глибинного усвідомлення цього головного, що в ній закладено, я вважаю, що вона виконала свою роль. В принципі, оцей наш проєкт, він значною мірою на це і спрямований, щоб зараз подолати якомога більше цих стереотипів, упереджень, відкритись назустріч один одному, і тоді це пришвидшить повернення Криму. Главную роль в спектакле играет крымчанка Анна Яремчук. Родилась в Симферополе. После оккупации на родине бывает редко. Відповідальність і хвилювання величезне, але і величезне бажання. Тому що п'єса дуже актуальна про те, що в нас зараз відбувається. Мені це дуже болить. Тому хочеться просто кричати про те, що в нас відбувається, про цю проблему, про біль свій. Спектакль развенчивает мифы, которые создавали советские историки о вражде между двумя народами. Украинцев и крымских татар стравливали на протяжении веков. Продолжали это делать и во времена независимости. Концепция, навязанная из Москвы, была в том, что главные сепаратисты, главные враги украинского государства – это крымские татары. И вот трагедия. Переживания, беспокойство и слезы. В последнем акте – репрессии и аресты, которые сейчас проходят в оккупированном Крыму. Якщо ми зараз спільно вистоїмо цю навалу, цей цинізм, цей геноцид, ми з вами будемо великими народами, великими націями, які будуть спільно в майбутньому жити разом. Наталка Калинка, Эльвина Сидьбулаева, Эдем Сейдалиев, Заман, АТР. Наталья Поклонская, экс-прокурор оккупированного Крыма, а ныне депутат так называемой Госдумы России, в радиоэфире приписала крылатую фразу из комедии «Горе от ума» Александра Грибоедова другому великому россиянину. Видео с фрагментом радиоэфира «Взорвавшая сеть» опубликовал в Фейсбуке российский оппозиционер Алексей Навальный. Знаете, как говорится, служить хочу, да прислуживать тошно. Слушать бы рад, прислуживаться тошно. Да, это наш великий полководец Суворов сказал так. Поэтому... Не Чацкий у Лермонтова случайно? И Суворов тоже. Значит, они оба сказали. Вот, поэтому... У Грибоедова, прошу прощения, боже мой. В ошибках Поклонской приближенный к Кремлю политолог Сергей Марков обвинил систему образования Украины. На этом пока все. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.